Эми аны силер ниетиңерди оңдоп. Анда нормально сиздер жүрүшүңөр деген суранышым барды. Всем привет, с вами Ахтилек Капаров. В конце прошлого года наша команда показала, как талантливые дети бывших и нынешних чиновников устроились работать в администрацию президента. Тогда мы подумали, наверное, нашли детей всех чиновников в администрации Джапарова. Ну куда уже дальше? Но оказалось, что это совсем не так, потому что мы нашли еще двух детей высокопоставленных лиц Кыргызстана. Кто они, кто их родители и где они работают, смотрите в сегодняшнем выпуске. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, то поддержите нас в Патреоне. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и все наши социальные сети. Ну а мы продолжаем. Итак, знакомьтесь, Осмоналиев Тимур Каныбекович, 1993 года рождения. Это декларация Тимура за 2021 год. Он указан как эксперт отдела администрации президента. И как вы уже догадываетесь по фамилии и отчеству, он сын главы Национальной комиссии по госязыку Каныбека Осмоналиева. Об этом свидетельствуют и многочисленные публикации в СМИ. По открытым данным, в 2015 году Тимур Осмоналиев баллотировался в Жогорку Кенеш от партии Арнамыс, а его отец Каныбек Осмоналиев был депутатом парламента 5-го созыва от этой же партии. Далее, по данным сайта Закон Учет КЗ, в 2016 году Тимур указан как ведущий специалист Госкомитета информационных технологий. И уже весной 2021 года Осмоналиев-младший числится кандидатом в Бишкекский горкенеш от партии Атажурт Кыргызстан. И судя по его декларации, в том же году он перебрался в администрацию президента. А его отец Осмоналиев-старший сейчас глава нацкомиссии при президенте Джапарове. Когда мы обратились за комментариями, Каныбек Осмоналиев уточнил, что его сын до администрации президента работал в ведомстве по цифровизации и затем до 2021 года работал помощником министра цифрового развития. Также Осмоналиев отметил, что Тимур стал сотрудником администрации президента по итогам открытого конкурса. Балам сиз туура эмес маалымат албаусуңуз. Ал ага чейин эле азыркы саналыпты өлтүрүү министрлигинде иштеген. Жөнөкөй эксперттен баштап министрдин жардамчысына чейин. Андан кийин ачык конкурс менен 2021 жылы администрацияга тартышкан. Затем Осмоналиев сказал, чтобы мы исправили свое намерение и чтобы ходили нормально. Что он имел в виду? Администрацияда ошо чоң кызматтагылардын кээ балдары бар экен да, ошолорду тактап эметип коюш керек. Эми аны силер ниетиңерди оңдоп. Анда нормально сиздер жүрүшүңөр деген суранышым барды. Мен 16-жылы жумушсуз, эми кайда жумушмун, профессор болуп иштечүмүн, Кыргыз Улуттук университетинде. Борон-Славян университетин бүткөнмүн. Кыргыз Борон-Славян университетинде аралык мамилелер боюнча факультетин окугум. Друзья, есть еще один сын высокопоставленного лица в администрации президента. Это Ариет Туратбеков. Ему 26 лет. В декларации за 2021 год он указан как эксперт службы протокола президента. И у него есть дом площадью 500 квадратных метров. Мать Ариета зовут Нургуль Бакирова. Она заместитель председателя Верховного суда. Смотрите, у Ариета Туратбекова есть брат-близнец. Его зовут Азирет Туратбеков. И в социальных сетях он публикует фотографию Бакировой и называет ее «мама». Вот так мы и доказали родственные связи эксперта администрации президента и замглавы Верховного суда.
Вы можете подумать, что 26-летний сын Нургуль Бакировой работает в администрации или же аппарате президента еще со времен Атамбаева или Джейнбекова. Но давайте попробуем разобраться. По открытым данным, до февраля 2019 года Ариет работал помощником депутата парламента. А в 2020 году в документах Министерства иностранных дел Ариет числится в списке атташе отдела контроля. И в 2021 году в декларации он указан как эксперт в администрации президента. Однако в социальных сетях Ариет отмечает, что с 2019 года работает в Министерстве иностранных дел. Чтобы взять комментарии и уточнить информацию у Нургуль Бакировой, мы направились в Верховный суд. Что до обеда, что после обеда нам не удалось ее встретить у входа. Но с нами связались из пресс-службы и попросили отправить письмо. Да, будьте любезны, нам письмо направьте, пожалуйста, на электронную почту, и мы постараемся максимально быстро ответить. Если Нургуль Бакирова и Ариет Туратбеков захотят дать комментарии, то мы готовы их выслушать и отразить их комментарии в следующих выпусках. Друзья, сегодня вы узнали о сыновьях двух высокопоставленных лиц, которые устроились в администрацию президента. И по нашим материалам, и по материалам коллег из других изданий, у нас получается вот такая схема родственных связей в администрации Садыра Джапарова. Хотя он постоянно твердит, что политика клановости и кумовства превратилась в головную боль нашего общества. Дорогие зрители, а как вы считаете, нужно ли в Кыргызстане бороться с непотизмом? Если да, то как? Пишите свои варианты в комментариях. С вами был Актилек Капаров и до новых встреч.